يجف الوداد ويعلو حدائي وأرمل شمس سمات في السماء مقلب عيني وصوتي ينادي لمن قد تسام لجنح القضاء. Последние 4 года своей жизни Халид ибн Валид, да будет доволен им Аллах, был понижен в должности, он не мог идти на поле боя. Это было самым большим испытанием для Халида ибн Валида после Хира, когда в течение 6 месяцев он не мог идти на поле боя, и Халид назвал этот год годом женщины. Годом женщины, потому что он не мог сражаться, и последние 4 года своей жизни он также не мог сражаться. И, как передают рассказчики, Халид не тратил зря свое время. Он декламировал Коран. Человек, как Халид ибн Валид, декламировал Коран. С фаджра до духра он читал Коран. Он говорил, что джихад отвлек его от изучения Корана. Теперь он начал это компенсировать. От утренней до обеденной молитвы он читал Коран и плакал из-за страха перед Аллахом. И он постоянно плакал из-за страха перед Аллахом. И спустя 4 года, когда Халид, да будет доволен им Аллах, был близок к смерти, субханаллах, можете ли вы представить себе человека, который участвовал в многочисленных сражениях, обрушивший сверхдержавы, умирает в своей постели? И сподвижник пришел к нему и сказал: «О, Халид!» И Халид ответил: «Знаешь, когда Умар понизил меня в должности, я чувствовал в сердце боль, но сейчас я понял, что Умар был прав. Потому что Умар хотел только хайра, пользы для верующих. И у меня нет обиды в сердце на Умара ибн Хаттаба, да будет доволен им Аллах. И он был близок к смерти. Рассказчики передают, когда люди приходили к нему, он показывал им свои руки, и не было и места на его руке, на которой бы не было раны. Он показывал правую руку, он показывал левую руку, он показывал грудь, он показывал им ноги. Он говорил: «Посмотрите на меня, я сражался более чем в 100 сражениях, в многочисленных битвах, и я умираю, лежа на своей кровати». Халид умирает, лежа на своей постели. Кто-то сказал Халиду: «О, Халид, разве ты не понимаешь? День, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, назвал тебя мечом Аллаха. Это просто невозможно, чтобы ты умер на поле боя. Ибо если бы ты погиб на поле боя, это означало бы, что меч Аллаха был сломан неверными, а меч Аллаха никогда не может быть сломан». И Халид, да будет доволен им Аллах, вопреки своим желаниям, умер в своей постели. Но смотрите, в битвах Мутаа Халид, да будет доволен им Аллах, сломал 9 мечей. Почему? Потому что они были мечами Халида. Что касается Халида, сам он был мечом Аллаха, и он никогда не мог быть побитым. И человек, который сломил 2 сверхдержавы своего времени, скончался в своей постели. Но дело в том, что почему бы ему не желать мученичества? Разве не сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, о шахиде, что ему не делается омовение, потому что его кровь будет свидетельствовать его шахаду в день суда? Ему не меняют одежду, потому что его одежда будет свидетельствовать ему в день суда. И джаназу, по мнению многих факихов, не читают над шахидом. Почему? Потому что Аллах говорит в Коране: «Никоим образом не считайте мертвыми тех, которые были убиты на пути Аллаха. Нет, они живы и получают удел у Господа своего». Дело в том, что одежда Халида не сможет засвидетельствовать его шахаду. Его кровь не сможет засвидетельствовать его шахаду. Но клянусь Аллахом, каждый шахид из этой уммы будет свидетельствовать для Халида ибн Валида. Потому что нет шахида в этой умме, который не был бы вдохновлен Халидом ибн Валидом, да будет доволен им Аллах. Никогда не было шахида в этой умме, который не был бы вдохновлен Халидом ибн Валидом. И рассказчики отмечают, что он оставил после себя коня, и он оставил после себя меч, и он отправил их к Умару ибн аль-Хаттабу. И Умар, когда увидел это, он заплакал и сказал: «Абу Бакр был судьей. Абу Бакр знал людей гораздо лучше, чем я. Он знал достоинства Халида ибн Валида, да будет доволен им Аллах.
Но можете ли вы себе представить, что на лошади, которую Халид оставил, мог ездить какой-либо другой человек? Нет, потому что он никогда не будет в состоянии отдать должное. Может ли другой человек держать меч, который держал Халид? Нет, потому что ни один другой человек не будет в состоянии отдать должное, потому что у Халида был другой уровень. И рассказчики отмечают, что когда Халид, да будет доволен им Аллах, скончался, женщина из племени Максум вышла и начала плакать. И у Умара, да будет доволен им Аллах, было строгое правило, что женщины не могут выходить и плакать. Даже тогда, когда Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, скончался, женщины собрались и плакали в доме Айши, да будет доволен ею Аллах, а Умар, да будет доволен им Аллах, разогнал их. Но когда дело дошло до Халида ибн Валида, человек пришел к Умару и сказал: «О, Умар, женщина из племени Макзум плачет над Халидом ибн Валидом». И Умар, да будет доволен им Аллах, сказал: «Да потеряет тебя твоя мать, для таких как Халид, те, кто плакал, должен плакать. Для таких как Халид, те, кто плакал, должен плакать». А потом Умар, да будет доволен им Аллах, услышал чтение матерью Халида стихов. Она сказала: «Ты лучше, чем миллион, когда люди падают ниц перед тобой. Ты храбрее, чем лев и тигр. Ты более щедрый, чем поток воды, который спускается с горы». И Умар услышал, как она читает это, и сказал: «Мать Халида ибн Валида говорит правду. Клянусь Аллахом, если бы Халид был лучше, чем миллион в то время, то он лучше, чем миллиард сегодня». Но дело в том, что никогда не будет другого Халида ибн Валида. Валлахи, если вы посмотрите на Халида, каким он был, он сочетал в себе всех. Он был Фридрихом Великим, он был Чингисханом, он был Наполеоном, Тимуром. Он был лучше, чем все они, и никогда не будет другого Халида ибн Валида. Как Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, сказал, и он засвидетельствовал Халиду ибн Валиду, он сказал: «Женщины никогда не родят подобного Халиду ибн Валиду». Да возвысит Аллах статус Халида ибн Валида от нашего имени. Аминь. Да воссоединит Аллах Субхану ва Тааля нас с такими, как Халид ибн Валид, и другими асхабами в день суда. Аминь. И с теми, кто умер на пути Аллаха.